сегодня хотели по итогам поездки двух делегаций на 7-й Курултай в Турцию коротко проинформировать средства массовой информации и рассказать о тех мероприятиях, которые нам предстоит выполнить в сентябре месяце. 2-4 июля 1999 года в Денизлинском районе Памуккале Турецкой Республики, это где-то в 75 километрах от Стамбула, проводился 7-й Курултай дружбы, братства, сотрудничества тюркских государств и общин, в котором приняло участие около 1500 делегатов и гостей. 2 июля состоялось торжественное открытие Курултая и приветственные речи. Также с основным докладом, уже второй раз, выступил президент Турции Эмире. 3-4 июля работали секционно по комиссиям. Заседали такие комиссии, как по обществу и управлению, образованию, культуре, науке и технологии, по экономике, торговле и финансовым отношениям, по международным отношениям и коммуникациям и по молодежи. 4 июля были зачитаны рапорта комиссий и резолюции. После этого Курултай был торжественно закрыт. От нашей республики на этих мероприятиях участвовали 2 делегации. Делегации Чувашского национального конгресса и делегации СУВАР. От имени Чувашского национального конгресса на Курултае выступил Вячеслав Александрович Тимофеев. Выступил он на чувашском языке, и его речь была воспринята дружелюбно и встречена аплодисментами. В составе делегации Чувашского национального конгресса было 2 делегата. Это Архипов Геннадий Николаевич, президент Чувашского национального конгресса, и Тимофеев Вячеслав Александрович, президент Федерации карате Чувашской республики. В составе делегации СУВАР присутствовали Цыпленков Олег Михайлович, председатель Союза чувашской молодежи СУВАР, Владислав Федотов, заместитель председателя СУВАР, и Тувалкин Николай Михайлович, генеральный директор фирмы «Мария». Я, как заместитель председателя Государственного совета Чувашской республики, присутствовал на этих мероприятиях как гость по поручению председателя Совета Чувашской республики Куракова Льва Пантелеймоновича. Но наша работа, моя, в этом составе лично заключалась в том, чтобы посмотреть работу Совета лидеров Международного объединения тюркской молодежи. Как раз в составе молодежной комиссии Курултая они заседали, где тоже принимали участие представители более чем 20 народов мира. Из Российской Федерации участвовали такие нации, как балкары, башкиры, татары, сибирские татары, нагаи, кумыки и чуваши. Из Украины крымские татары, из Молдавии гагаузы, из Азербайджана азербайджанцы, из Казахстана казахи, из Узбекистана узбеки, из Туркменистана туркмены, из Киргизстана киргизы, из Китая уйгуры были, из Ирака туркмены, из Болгарии и Румынии татары, из Афганистана хазарийцы, и еще там часть, не все успели мы там записать, сами турки из Турции участвовали. Из работы Совета лидеров Международного объединения тюркской молодежи для нашей республики, для чувашской молодежи, самым запоминающимся и памятными моментами являются 2 момента. Это первое. Решение провести с 9 по 16 сентября текущего года 9-го Курултая Международного объединения тюркской молодежи и Дней культуры тюркской и финно-угорской молодежи в городе Чебоксары. В этих мероприятиях примерно должны принять участие около 250 делегатов, примерно из 30 стран. Состав 30 делегатов где-то из разных стран.
Ну, сразу, видимо, вопрос станет, значит, кто будет нести финансовую часть затрат. Ну, львиную долю затрат по договоренности делегации СУВАР возьмет на себя Международное объединение тюркской молодежи. Это и проживание, и питание, проезд, может быть, делегации. Часть затрат возьмут приезжающие делегации. Ну, часть, там, процентного отношения я не знаю, может быть, там, сколько это выльется, на себя возьмет счет благотворительного фонда наших предприятий, организаций, молодежной организации нашей СУВАР. Но я думаю, со стороны и Государственного совета, и исполнительной структуры правительства Чувашской Республики требуется лишь чисто организационного характера поддержка и моральная поддержка. Ну, думаем, наверное, тут в основном приезжает эта молодежная часть тюркской молодежи, интеллигенция. Наверное, Министерству образования нашей республики придется поработать, показать сеть общеобразовательной нашей системы и, наверное, высшего образования на базе университета нашего, государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова. И следующий момент. На заседании молодежной комиссии и Совет лидеров поддержали эту инициативу. Самым выдающимся 20 века в области науки и освоения передовой технологии с вручением ценного подарка признан Андриан Григорьевич Николаев, третий летчик-космонавт СССР, наш земляк, которому в этом году в сентябре исполняется 70 лет. Вот коротко, о чем я хотел доложить. Остальные часть вопросов, ко мне, значит, вопросы могут быть. Добавить, я, наверное, добавлять будет Олег Михайлович Цыпленко. Михаил Алексеевич подробно остановился. Я только хочу сказать о том, что Союз Чувашской молодежи СУВАР является членом Международного объединения тюркской молодежи с дня основания Международного объединения тюркской молодежи в 1990 году. Сейчас Международное объединение тюркской молодежи, сокращенно в дальнейшем называемое МТМ, объединяет в своих рядах более 30 молодежных организаций тюркских народов, в основном демократической ориентации. Туда входят молодежные организации, зарегистрированные у себя, или в государстве, или в республике, которые занимаются по сохранению языка, традиций своего народа. Из Чувашской республики в МТМ входят две организации. Чувашский народ представляет две организации. Это Союз Чувашской молодежи СУВАР и Чувашская республиканская ассоциация восточных единоборств. А также в состав МТМ входит Международный олимпийский комитет тюркских народов, возглавляет который Геннадий Солин. Тоже наш представитель Чувашской республики. Устав МТМ, он самый демократический. Значит, при принятии решений используется следующий принцип. Один народ, один голос. Независимо от того, допустим, у нас многочисленные народы, тюркские народы, как турки, казахи, узбеки, или чуваши 2 миллиона насчитывает, а есть такие народы, как горные шорцы, шорцы, горный Алтай, тувинцы, которых только 1000, все они имеют одинаковый голос, один голос. В случае, допустим, если при принятии какого-нибудь решения, допустим, делегации СУВАРа или ЧРАВЕ придерживаются разных позиций, то считается, что чувашская делегация воздержалась. Таких случаев еще не было. Решение о проведении Курултая, 9-го Курултая и Дня культуры тюркской и финно-угорской молодежи еще было принято позапрошлом году во время 7-го Курултая на Кипре. Почему так заранее приняли? Потому что 1999 год, символически, скажем, последний год нашего века,
И, учитывая заслуги чувашской делегации, решили за 2 года вперед, решили последний год века привести Чебоксары. Работу мы начали заранее. Еще, значит, в прошлом году, в сентябре-октябре, мы написали письма, значит, и в адрес исполнительной и законодательной власти Чувашской Республики, и в адрес президента, и в адрес Госсовета. Также через Министерство культуры и по делам национальности Чувашской Республики мы отдельной подпрограммой вышли в адрес Министерства культуры Российской Федерации. Но, насколько мне известно, в Москве не нашли возможности изыскать финансовые средства. По крайней мере, положительного ответа нам не поступило. Значит, день заезда делегации намечается 9 сентября. 10 сентября будет торжественное открытие. Место, значит, проведения, мы предполагаем, что это будет в центре города, или, значит, в Чувашском драматическом театре, или, значит, театр оперы и балета, но это уже будет зависеть не от нас, а от Министерства культуры. Проживание, значит, мы хотим следующим образом, так как приезжает где-то 250 делегатов, они за проживание и питание будут платить наличными. То есть, если исходить из того, что проживание одного делегата в день и питание, трехразовое питание обходится 200 рублей, то нетрудно посчитать, что, значит, это или база отдыха, или место проживания заработает где-то около 20 тысяч долларов в день, если перевести на доллары. Поэтому мы объявляем, вот сегодня уже объявляем официально о том, что Союз Чувашской молодежи СУВАР объявляет конкурс на размещение делегатов Курултая. Условия конкурса непростые. Значит, условия следующие. Значит, место должно быть удобное, комфортное, но соответствующее, по крайней мере, европейским стандартам. И будем учитывать также и оформление помещений и наличие национальной тематики. Таким образом. 10-го будет, значит, открытие, торжественный концерт мы планируем. Также мы планируем встречу делегатов со студентами, значит, высших учебных заведений города Чебоксары, с учащимися среднеспециальных учебных заведений, а также предполагаем, что крупные наши предприятия города Чебоксар тоже пригласят к себе для ознакомления и в качестве гостей. Особое внимание, мне хочется обратить внимание на наши предприятия, которые выпускают сувенирную продукцию, значит, изделия, значит, народных умельцев. И вообще, значит, все изделия, связанные с национальной, именно чувашской тематикой, всегда пользуются большим спросом. Они имеют возможность заработать. Обращаем внимание на наших бизнесменов, бизнесменов Чувашской Республики. Значит, в составе делегаций традиционно присутствуют представители, значит, молодежного бизнеса, которые, значит, имеют довольно-таки широкий объем работы. Они могли бы завязать взаимовыгодные контракты. Потому что вне работы Курултая будут работать секции, и одна из секций, она так и называется, экономика, секция по экономике, на котором будут рассматриваться вопросы торговли, бизнеса, заключения взаимовыгодных договоров. Но Михаил Алексеевич сказал, что вот мы на самом деле, когда на Совете лидеров МТМ обсуждали о том, что во время Курултая будут назначены специальные призы и премии. Значит, специальный приз, значит, компьютер будет вручен самой активной делегации, значит, Курултая и Дней культуры тюркской и финно-угорской молодежи. Надо сказать, что вот, прошедшие 8 Курултаев, из них 5 Курултаев чувашской делегации была признана самой лучшей и самой активной. В том числе и на последнем Курултае в городе Туркестан, в городе Казахстана, где чувашская делегация была одной из самых многочисленных после турецкой. Вы знаете, значит, были публикации, мы поехали на Икарусе, по Серебряному кольцу через города Болгар, Сувар, Беляр, Самарскую область. Я думаю, что нам, как хозяинам, в этом году, наверное, будет неудобно стать самой активной, потому что легче, скорее всего, наверное, компьютер будет еще другой делегации. Хотя шанс у нас тоже, конечно, есть наша делегация стать самой активной. Также будет вручен, значит, приз
самому выдающемуся спортсмену тюркского народа, значит, 20 века. И вот также было предложение, значит, председателя исполкома Ороч о том, что вот кончается 20 век, и надо бы отдельный, значит, подарок, ценный подарок и звание самого выдающегося тюрка в области науки и освоения передовой технологии. Вот. И по предложению Союза чувашской молодежи СУВА сразу же и проголосовали Совет лидеров единогласно, решили признать таким вот самым выдающимся тюрком, человеком тюркской национальности 20 века. В данной номинации, скажем, значит, первого космонавта тюркской национальности, третьего космонавта нашего земляка Адриана Григорьевича Николаева. Никто, значит, не возражал. Я думаю, этот факт говорит о многом. В первую очередь о том, что об уважении всех, значит, представителей тюркских народов, представителей нашего народа. Вот, в принципе, наверное, вот, что я вам хочу сказать. День, значит, закрытия будет 15 сентября, мы предполагаем. Значит, день отъезда делегации 16 сентября. К нам приезжают гости, значит, гости представители Европы и Азии. Значит, будут, я могу сейчас перечислить, из каких государств обычно присутствуют. Это Финляндия, присутствует Голландия, Германия, значит, Румыния, Болгария, Македония, Кипр, Турция, Китай, Иран, Ирак, ну, страны СНГ и представители тюркских народов Российской Федерации, Молдова, Украина. То есть довольно-таки серьезный форум. И нам, конечно, хочется, что у них впечатления во дня пребывания в Чувашской Республике были самые хорошие. Значит, вот в заседании молодежной комиссии, значит, принимал участие заместитель председателя СУВАРа Владислав Федотов, он присутствует здесь. Я в основном занимался вопросом подготовки и проведения, финансовые вопросы там, по Курултаю. Еще надо сказать о том, что председатель МОТЭ Якубей подтвердил еще раз о том, что, для сведения, в прошлом году во время Курултая, значит, в Туркестане Союз чувашской молодежи СУВА заключил договор о сотрудничестве с Международным университетом имени Хаджа Ахмед Ясави в городе Туркестан. Это международный университет, имеет более 30 факультетов. Там обучаются, значит, бесплатно, студенты получают стипендию. Значит, мы в этом году даем рекомендации для учебы в этом университете 10 представителям чувашской молодежи. Якубей еще раз подтвердил об этом во время, значит, проведения Совета лидеров МТМ. И мы, значит, опять-таки объявляем конкурс на направление на учебу в город Туркестан, Международный университет имени Хаджа Ахмед Ясави. Ну, условия конкурса, значит, в аттестате должно быть 3, значит, они должны владеть, значит, чувашским языком. Значит, если есть, это не обязательное условие, но желательно. Ну и по просьбе Якубея, значит, желательно, чтобы они умели, значит, играть на национальном, как они сказали, чтобы могли песни, то есть могли показать чувашское искусство. 20 пошли. Контактные телефоны наши, значит, можно дать, это 20 69 33. То есть вы знаете, что у нас довольно-таки большие конкурсы, и мы по, значит, уровню образования на 100 человек все еще занимаем, по-моему, мы чуть поднялись, да? Мы одно из последних мест занимали Российской Федерации. Сейчас чуть поднялись, но все равно, я думаю, 220 сколько? Нет, у нас не то, что чуть поднялись. У нас очень хороший уровень. Очень хороший Первый в уровень. Российской Федерации. это очень На 10 прекрасно. тысяч Сколько? населения. 250, считается, по-моему, на 10 тысяч населения, 256 вот так вот. Прекрасно. Ну, это, За 5 наверное, лет вырости почти в 2 раза. результат того, что у нас университет стал открывать филиалы, за счет этого, видимо, резко поднялись. За счет этого первого. Да, за счет этого в первую очередь. Ну вот я, когда работал в Министерстве образования, у нас были такие цифры, что мы остаем.
В любом случае, значит, 10 человек они получат, значит, образование на европейском уровне, значит, им будут платить стипендии. Я думаю, это только надо приветствовать. У меня все есть. Вопросы. Вопросы, пожалуйста. Рафотик, молодежный курьер. Михаил Алексеевич, вот у меня такой двойной вопрос. Насколько нам известно, в начале мая Лев Кураков ездил тоже в Турцию. Но вот как после поездки он не отчитался, и не могли бы рассказать об этой поездке? Это первое. И второе, в продолжении как бы темы, это с чем тогда связана активность нашего Госсовета? Сначала Кураков, теперь вот вы съездили в Турцию. Интерес к этой стране. Я за Куракова Льва Пантелеймовича рассказать, конечно, не могу. Он очень короткое время был. Буквально там одну ночь, кажется, ночевал. Значит, я знаю, он посетил там птицефабрику, был со своими коллегами он там, значит, я даже не знаю с кем, значит, точно не могу сказать, значит, но у него была исключительно вот деловая эта поездка по линии экономики, значит, посмотреть чисто экономическую часть производства, как они занимаются птицеводством. Вот данные он приводил, я сейчас не могу сказать. Но тут единственное надо добавить, видимо, действительно, за последние 15-20 лет мы спрашивали, даже говорит, было время, когда мы вот видели такие, говорит, ручки, значит, наши ребятишки бегали, говорит, за туристами, значит, чтобы как-то заполучить. Но сегодня Турция, конечно, процветает. Вот я сам лично удивился в том плане, значит, 5-этажный дом строится, в первых 2-3 этажах живут, а 4-й, 5-й достраиваются. Как можно так строительство вести наш? Вот ни один строитель Чувашской республики не скажет, это невозможно. А там так и делается. Конечно, есть часть народа, которые живут и в лачугах, которые были, видимо, после военного или даже до военного строительства. В основном же там, значит, леса нет, камни. Но, тем не менее, значит, вот сегодняшний сервис, уровень производства, импортируют они сельскохозяйственную продукцию. Где только мы не проезжали, значит, мы очень много, значит, около 3000 километров на автобусе вот, нам пришлось ездить. Из Денизли, вот, Банкаро, из Анкары в Стамбул. На полях маленькие участки, ни одного сорняка нигде не видно. Орошаемые земледелия. Вот, картофельное поле стоит, а там вода, вот виднеется уже, что значит, они ночью, видимо, оросили там. В общем, вот в плане производства как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции. Есть даже такие, значит, новые культурные центры, построены под туристическое обслуживание, и они говорят, если вот в течение 2 лет не оправдает этот комплекс, здесь будут поставлены станки и будет работать текстильная промышленность. Стены можно там задвинуть, значит, завести туда оборудование, значит, и все будет начинать работать. Ну, конечно, они сами говорят, они зарабатывали вот весь этот экономический потенциал последние 2, 3, 4, 5 лет, может быть, конечно, на наших туристах. Да, вот, к сожалению, или, наверное, не к сожалению, даже к счастью, что сегодня там туристов очень мало, практически нет. Вот в Стамбуле мы смотрели, там любой магазин спокойно можно зайти, по улице пройтись. Они говорят, в прошлом году что тут творилось. Я первый раз в Турции оказался. Там невозможно было вступить вот ногой, значит, очень много было народу. А сегодня в этом году нет. Даже на отдых приезжают очень мало, по сравнению с тем, что было в прошлом, позапрошлом году. Вот попутно интересовались, мы там сочинцы были, они говорят, а в Сочи в этом году наркотиков нельзя найти. Все наши, видимо, отдыхают уже на нашем побережье. Поэтому вот то, что они сделали шаг вперед или даже там 2 шага вперед в продвижении вот, производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, этому только можно позавидовать. Да, по сервису, конечно. Столько фирм предлагает свои услуги, день и ночь работают автовокзалы, это чудо. Везде свет, ни одного темного места, 2-3 часа ночи там выйдешь, никто тебя не тронет. И самое главное, народ трезвый. Водку не пьет, пиво не пьет. У них на столе вода стоит, вот 2 приема нам делали на этом Грунтале, 2 ночи. Оркестр играет, певцы поют, там, значит, пляшут, танцуют. И на столе ни одного тоста, вода, там, напитки и еда. Больше ничего. Вот в этом плане есть чему поучиться у Турции. Народ трезвый.
Даже мы в одном месте заметили, один тоже там стоит, завернул бутылку пива в газету вот так, чтобы не видели, как будто сок пьет, знаешь, вот так пьет. Вот это есть. Трезвый образ жизни. Трезвый товарищи. образ жизни. А вот нет никакой тенденции в том, что вот сначала председатель госсовета... Ну, тенденции нет, наверное. Тут искать не надо, в этом была не, значит, тенденция. Я ведь по приглашению, значит, пригласили, значит, вот через Сувар. Желательно было, значит, кто-нибудь приехал, значит, из государственной структуры. Ну, поскольку было приглашение, значит, Екатерина сказал, тогда, значит, тогда давайте съездить. Мог я поехать, мог не поехать. Но то, что думаю, значит, съездил, это неплохо, тем более вот перед проведением этого мероприятия. Политики там нет. Вот я могу сказать, но там в азербайджанской делегации там хотели немножко, значит, в отношении Алиева, это об этом не надо говорить нигде, наверное, что там сразу, значит, вот президиум сказали, ну, политику не лезем. Это не наша прерогатива. Мы, значит, исключительно, вот, цель, видимо, конечно, в итоге. В прошлом году они перепись провели 65 миллионов, они говорят сегодня, значит, они говорят вообще, где-то около 200 миллионов тюрков проживает на земном шаре. Они говорят, нам нужны, значит, нужна рождаемость. Они, значит, переживают за свою нацию. Ну, наверное, правильно, значит, любой народ имеет право на существование, на выживание, значит, и на процветание. Раз мы родились, значит, нам надо, поскольку у нас рождаемость вот пока еще, который год, наверное, 4-й, 5-й год падает. Поэтому чувашам есть чему поучиться. Тем более корни, мы говорим, если, значит, есть у нас, значит, даже вон песня в Пензенской области, какая-то песня, значит, Истамбул, Джаварский Юрий, значит, даже песня есть. Календезер Динзина, мы легко на прошлый знали. Истамбул, Календезер, действительно, на камнях все растет, 2 урожая снимают в год, и все поливное, я же говорю, орошаемое. С апреля месяца, кто бывал, наверное, знает, до октября месяца дождей практически не выпадает. Понимаете? Вот у нас в этом году нет дождей, опять засуха, в прошлом году была засуха. Михайлович, вам хотелось бы задать вопрос. Все, наверное, до сих пор помнят вот, скандальную историю, когда продавщица в магазине обратилась на чувашском языке, она не стала обслуживать, дело дошло до суда, и недавно стало известно, что суд признал продавщицу виновной и наложил наказание на магазин. Один момент. Второй момент. Приближается 2000 год, когда у нас в окончательную силу вступит закон о языках. И каждое там, публичное лицо должен быть обязан уметь говорить по-чувашски. Каких эксцессов можно ждать продолжения? Когда есть уже решение суда, вдруг это подстегнет. Ну, эксцессов никаких не будет, мы просто будем значит, в пределах закона, значит, в рамках закона, значит, добиваться выполнения закона. Это нормальное, значит, явление в любом правовом государстве. Есть закон, закон это выполнять. Значит, в данном случае, значит, в 1900 уже, в 90-м году еще был принят закон о языке, о государственных языках Чувашской Республики. И у нас, вы немного неправильно сказали, надо знать не только чувашский язык, но и русский язык. 2 государственных языка. Срок дали 10 лет, чтобы не было как при Балтике или на Кавказе, когда, значит, закон был принят, да, сегодня, а завтра все должны владеть, допустим, 2 государственными языками или одним государственным языком. У нас был дан срок 10 лет. Кроме этого, значит, была составлена государственная программа по выполнению этого закона, по реализации закона языка. Там, значит, все министерства, значит, все ведомства расписаны, кто чем должен заниматься. Единственное, о чем мы поднимали ежегодно перед президентом и перед властными структурами вопрос, о том, что надо выполнять эту государственную программу. Что скоро придет 2000 год, и закон вступает в силу, и, естественно, мы, я думаю, и все граждане, да, все граждане будут выполнять этот закон. Каким бы он кому не показался или суровым, или несправедливым, закон сурового закона. Поэтому, значит, эксцесс, он какой? Обычно ведь всегда, это не первый случай. В данном случае она выразилась так, говорите по-человечески. То есть, или, значит, еще было хуже сказано. То есть, у нас был один случай, когда, значит, человек, который обращался на чувашском языке на автовокзале, пригласили милицию и хотели его отправить. То есть, для них человек, который, значит,
столице Чувашской республики разговаривает на чувашском языке, является правонарушителем, которого можно посадить в тюрьму. Вот, то есть какое отношение. Вот о чем надо говорить. Я думаю, никаких резких каких-то не будет. Значит, народ у нас терпимый. Значит, самое главное и для Союза чувашской молодежи СУАР, и для всех проживающих в Чувашской республике, это сохранение вот нашего такой атмосферы. Да, терпимость есть, уважение друг к другу. Я думаю, все будет, то есть добиваться, мы будем, выполнение закона будем мирными, скажем так, средствами в рамках закона. Михаил, вопрос. До сентября осталось совсем немного времени. Значит, мы помним подобного рода мероприятия. В прошлом были, может быть, менее масштабные. Но наблюдалось такое, что государственные органы делают вид, что они ни при чем. Даже символически не участвуют. Смотреть со стороны это было не очень-то хорошо. Это какое-то чувство прилива патриотизма никак не вызывало. Как нынче? Они также проявляют как бы пассивность, имитируют активность, может быть, где-то. Вот будет ли реальная помощь с их стороны? Как сейчас ваше ощущение? Я уже сказал, что еще в сентябре прошлого года мы вышли с письмом в адрес президента Чувашской республики, в адрес председателя кабинета министров, значит, и в адрес Госсовета Чувашской республики. Значит, у меня была встреча с заместителем председателя кабинета министров Ивантаевым Петром Васильевичем. Значит, отказа или, значит, принимать участие ни со стороны исполнительной власти, ни со стороны законодательной власти не было. Значит, занимается, значит, курс все делают, уж не будем тут, как говорится, скрывать, и МВД, и органы, значит, безопасности, значит, потому что безопасность зарубежных гостей, она довольно-таки, не хочется, чтобы от хулигана или еще от кого-то кто-то пострадал из гостей. То есть отказа не было. Отказа не было. Я думаю, что и исполнительная, и законодательная власть будет принимать участие. Но с нашей стороны мы всегда, значит, просим, чтобы была организационная и моральная помощь и содействие. Финансы мы, значит, просим только по мере возможности. И вообще Союз чувашской молодежи СУАР, вот, мы работаем с 1990 года. Значит, я не припомню, чтобы хоть какое-нибудь наше мероприятие, а мы ежегодно поставляем, значит, государственные органы все наши программы Союза чувашской молодежи, ни одна программа до сих пор не была финансирована. В этом году мы опять, значит, представили, значит, Министерство образования, значит, науки и высшей школы 7 программ СУАРа. Значит, по словам начальника отдела, значит, Алексея Яковлева, да? Яковлева, ни одна программа СУАРа не получила поддержку. То есть мы свою деятельность строим на том основании, что государство нам не в состоянии по тем или иным причинам оказать финансовую помощь. В этом мы себя уверенно чувствуем. Мы не хотим создать еще одну массовую такую, значит, общественную организацию, которая бы объединяла всю молодежь Чувашской республики. У нас на сегодняшний день где-то 150 членов Союза чувашской молодежи, это Чувашской республики. СУАР имеет свои отделения, значит, в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской области, Пензенской области. Кроме этого, мы, значит, сотрудничаем с молодежными секциями Чувашских культурных центров по всей, значит, России. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы хоть одна из программ Союза чувашской молодежи была бы профинансирована. Ничего у нас страшного, ужасного нет. Значит, главная задача СУАРа – это сохранение языка, культуры и традиций чувашского народа. Это не общественно-политическая организация, это общественная организация. Да, еще Еще вопрос? Вот религиозные организации принимали какое-то участие в работе? Значит, Международное объединение тюркской молодежи, значит, МОТМ, я уже вначале сказал, объединяет молодежные организации демократической ориентации, которые занимаются национальными проблемами. Значит, религиозные организации, да, для которых самое главное, допустим, вот ты мусульманин, мусульмане, да, как говорили,
Подчувашский бумер, значит, или, допустим, ты христианин, и тебе независимо вот это вот объединяется, таких организаций, конечно, внутри не принимается. И вообще к исламистам или к крайне радикальным организациям самое отрицательное отношение. Ну и надо сказать, что вот ошибочное мнение, и вот в Турции у нас есть, вот, что это ислам, в первую очередь, там, если нет, это такая светское, значит, демократическое государство, где исламисты, как говорится, они не в чести, не пользуются. И левые, и правые. И левые, и правые. Михаил Алексеевич, вот по прошлым годам мы прекрасно знаем, что в Госсовете были неоднократные скандалы по поводу то серые волки, то пантюркизм и так далее. Особенно старался генерал Тихонов. Вот. После вашей поездки, после поездки к Куракову, как изменится может, отношение нашей власти Ну, вот к отношениям с Турцией? Реально какие будут? Олег Николаевич говорил, вот, я тоже вот решил посмотреть все-таки, значит, чем там занимаются, какие вопросы решают. Вот эти дни, значит, показали, там политикой нигде не пахнет. Ну, есть, вот, но когда мы разговариваем, они говорят, есть у них исламисты, есть, значит. Видимо, есть такие силы, значит, может быть, я не знаю, значит, я Архипов прав в этом плане, значит. Но ведь страна-то большая, различные организации там занимаются, особенно, значит, в отношении там нашей печати вот проскальзывали, помним, значит, что они там чуть ли не наших молодых людей, которые там обучаются, даже привлекают, значит, вот в свою вот эту организацию, значит, чуть ли даже они не являются агентами там, значит, специальных служб. Я этого, конечно, не изучить материал отрицать не могу, значит, но вот то, что СУВАР, у нас Олимпийский комитет, значит, Восточное единоборство, вот председатель Чаинкашев сейчас побывал. То, что мы имеем сегодня с этими организациями, вот эту чисто дружескую связь, мне кажется, это не помешает. Потому что дружба народов, наверное, превыше всего. А то, что в этих специальных службах, значит, через исламистские организации, там то, что существует, этого я отрицать его не могу. А вот эта вот связь наших 4 организаций с Турцией, она найдет когда-нибудь государственную поддержку? Но там есть государственная поддержка, ведь зависит прежде всего от финансовых возможностей. Морально. Моральная, я думаю, есть сегодня есть моральная поддержка. Моральная поддержка, она есть. Чисто вот финансово, вот, это трудно, вы сами понимаете, какой бюджет мы принимали на этот год. Ну, заживем лучше, как в Турции, как в других странах, ну, наверное, значит, найдут все организации, которые поддержку в целом нашей идеи, хотя мы говорим, сегодня у нас идеи нет в нашем государстве, работают, почему же их не поддержать? Вот у меня это лично, сугубо мое мнение. Конечно, надо в дальнейшем какая-то заинтересованность, хоть у молодых, хоть у там, людей пожилого возраста, участвующих в каких-то движениях, оно должно быть. А то, что я говорю, то, что минусы мы там имеем, значит, их надо отбрасывать, то, что плюсы, значит, надо учиться получать от любого народа. Вот сегодня мы о языках, по закону говорим. Почему все это должно происходить в городе Чебоксары, когда любое государство, Турция или там, значит, ну тут и Европа, и Азия, ну, берем Европу, любой магазин, супермаркет, куда бы ни зашел человек, не зная языка, любая продавщица, любой продавец обязательно тебя приведет, значит, предоставит возможность выбрать товар и на там пальцах или как, глазами объяснять, значит, находишь пути. А тут просто сказать, а может быть иностранец пришел. Он не на чувашском языке разговаривает. А ведь прекрасно человек понимает, стоит за прилавком, а что на чувашском языке, значит, и отвечает хамски. Но этого не должно быть, конечно. Этот человек, значит, не беспокоится, ему ни товарооборот, его не интересует. Значит. Надо же прежде всего с экономических позиций надо подходить к этому. В Турции там действительно, там по улице нельзя пройти, зато вот мальчишки гонятся, там, значит, любой ценой предлагают. Значит. Там, раз, значит, довели, потом, значит, вот делишь, смотришь,
Оказывается, да. А потом уже, значит, совсем другую цифру называют. Можно так запутать эти мысли в голове, значит, даже 2 раза лишнее можно отдать, значит, вот такому молодцу. Значит, ну, ведь мы видели, значит, вот в автобусе там, ну, с маленькими ребятишками, ну, 1,5 года, наверное, вот. Ни одного плачущего ребенка маленького вы не встретили. А у нас бы, например, значит, грудным ребенком в автобусе едет мамаша-то. Удивительно, значит, это что, значит, они вот приспосабливаются к жизни, значит, с момента рождения, что ли? Удивительно. Специально обращали внимание, едем, он, года еще ему нет, там, значит, она в автобусе, там, значит, спокойно, и сразу же уснул. А сколько этих там бегают, значит, предлагают сигареты, там, носки, а чего только нет. Они даже босиком там сколько. Так что есть чему поучиться. Такой итог я для себя сделал, значит, это не работает. Особенно Михаил Алексеевич подчеркнул, что касается для нас, вот для чувашского народа, мы говорили и говорим, что самый главный враг для нас сегодня это алкоголь. Вот. С этой точки зрения, вести здоровый образ жизни, как можно меньше начать употреблять алкоголь, и во время официальных застолий алкоголь не приветствуется, не применяется, скажем так, не употребляется. Конечно, у нас и во время Курултая, и вот Сува, и в Суваре написали, уставе Сувара, потому что мы не приветствуем употребление нашими членами алкоголя. Уже не говоря о том, что там наркотики и другие вещи. Вот есть чему поучиться у турков в этом отношении. Свадьбы проводят, юбилеи, торжества, веселятся, танцуют, никто не скучает, и все абсолютно без алкоголя. Предпоследнюю ночь, это получается, доктор наук, это у нас Хасан Али, пригласил в гости в 4-комнатной квартире, европейский дизайн, один живет. Ну, он снимает, ну, как наш квартиросъемщик. Сколько человек, наверное, 30 было там? Да. 30. На столе еда, больше ничего нет. И все таким с огромным удовольствием пели, плясали, значит, ну диву даешься. И там домбра, и там балалайка, значит, и гармошка была, значит. Ну прекрасно. И чувашские, татарские песни, казахские пели, тюркские, значит, чисто ихние, там, турецкие. Все нормально, значит. Они вот, увидите, как приедут, они чувашские песни прекрасно поют. 2-3 песни, у них там репертуар и все это. Самая первая песня и самый первый танец, они, значит, запел председатель исполкома МТМ Орущи, это Линка-Линка. Все куплеты знают, все даже... Так, если тогда вопросов нет, то, наверное, спасибо вам, что пришли.